Абхазия – курортная республика на Черноморском побережье с населением всего 240 тысяч человек, независимость которой признают Никарагуа, Венесуэла, Науру и Российская Федерация. Я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. Гагры, Сухум, горы и Черное море. После трагических событий 2008 года все эти замечательные места попали под крыло Большого брата – Российской Федерации. Завлекающие речи местных руководителей приглашают дорогих гостей, российских инвесторов, вложить свои деньги в экономику республики. Но, как это часто бывает, желаемое не совпадает с действительностью. Местные бандитские группы и криминальные элементы воспринимают любого предпринимателя как наживу, как лоха, а местных чиновников как обслуживающий бандитов персонал. Я говорю, хотите, мы вам поможем, но вы будете Сухумский район Краснодарского края. Согласны? В марте 2018 года около 100 тысяч абхазцев, имеющих российское гражданство, будут голосовать на выборах президента Российской Федерации. В 2017 году Владимир Владимирович Путин одобрил реструктуризацию кредита Абхазии на сумму $2 миллиарда. Российские банки кредитуют экономику Абхазии, а российские вливания в экономику республики за годы независимости превышают бюджеты многих регионов. Россия будет и дальше содействовать социально-экономическому развитию Абхазии, надежно обеспечивать ее безопасность. Россия дала Абхазии все. Но что же мы получили в ответ? Кто заставит местных вождей навести порядок с криминалом? Я хочу поблагодарить лично президента России Владимира Владимировича Путина за неизменную поддержку Республики Абхазия, за чуткое и внимательное отношение к нашим проблемам. Наш народ вам за это искренне благодарен. Республика Абхазия была, есть и будет надежным союзником и другом России. Рост бандитизма в республике и при этом круговая порука. Бесконечные автоподставы, убийство туриста Андрея Кабанова и похищение его семьи. Последние годы тысячи наших соотечественников потеряли в Абхазии свою недвижимость. Дома и квартиры отбираются путем прямого захвата местными бандитами. Предпринимателей из России, которые поверили в силу авторитета российской власти и вложили в Абхазию деньги, силой выгоняют из республики за отказ отдавать часть доходов или делать местных совладельцами. Представители власти, ссылаясь на национальные особенности, предлагают бизнесу договариваться с захватчиками. Во-первых, таких опасностей, как вы, как говорится, сейчас представили, нет. Есть вопросы, связанные с темой, как говорится, создания условий для того, чтобы гарантировать инвестору, вошедшему в Абхазию, возможности получения тех дивидендов или возврата тех средств, которые, во всяком случае, вводятся в Абхазию. Заводы, торговые центры, отели и дома – все это становится объектом бандитского захвата с молчаливого согласия местных властей республики. Знает ли российское правительство о беззаконии, творящемся в республике? Мы отвечаем – знает. На самом деле ни Министерство иностранных дел, ни МВД, ни ФСБ России не защищает наших граждан на территории Абхазии и не следит за соблюдением закона. Всем проблемам мы хорошо друг друга понимаем и действуем абсолютно слаженно. Россия не кормушка для бандитов. Михаил Панов, российский предприниматель, создавший с нуля строительный холдинг «Соцпромстрой», в который входят различные компании по строительству зданий, производству и продаже строительных материалов. С момента основания группы в 1994 году сотни семей переехали в новые квартиры в построенных по новым домах без единого обманутого дольщика или долгостроя. Участие Панова в проектах, курируемых лично президентом Путиным, и безупречная репутация на протяжении более 20 лет бизнеса в России, как оказалось, не дает никаких оснований рассчитывать на помощь российских чиновников в конкретных делах. 2010 год. Очередной экономический кризис. С экранов телевизора звучат отчеты о подписанных договорах о дружбе и сотрудничестве между Россией и Абхазией.
Михаил Панов принимает, казалось бы, разумное решение по строительству завода СПС «Кавказ» в селе Лыхны Гудаутского района по производству пластиковых труб и других изделий, так необходимых в курортной республике. После встреч с тогдашним президентом республики Александром Анквабом началось строительство завода, российского предприятия с единственным собственником и полностью российским капиталом. В 2016 году, после запуска производства, Панов понимает, что такое дружба и сотрудничество в местном понимании, что такое лихие 90-е по-абхазски. В сентябре 2016 года на завод врывается вооруженная группа бандитов из 50 человек и под угрозой убийства силой выдворяют охрану и командированных сотрудников предприятия через границу обратно, в Россию. Предприятие захвачено. Михаил Панов приезжает в Абхазию. На территорию завода его не пускают все те же вооруженные бандиты. Угрозами найти и убить, хоть в Абхазии, хоть в Москве, они предлагают сделку. Вхождение в капитал предприятия, полный контроль над выпускаемой продукцией. Аргументы простые. Это наша земля. Мы за нее воевали, все на ней – это наше. Захват контролирует 2 человека. Ранее осужденный в России по статье 285, часть 1 Уголовного кодекса Лакоба Саид Николаевич и его сообщник, бывший главный инженер предприятия Герия Роман Шотович. Панов встречается с местными министрами. Ему дают понять – нужно договориться. По-другому тут дела не делаются. Отказывают в возбуждении уголовного дела. Сотрудники абхазской прокуратуры и милиции игнорируют данное происшествие. Администрация президента России, профильные министерства, должностные лица посольства и МИДа, все российские государственные структуры были уведомлены о беззаконии, но оказались абсолютно беззащитны перед абхазским произволом. Февраль 2017 года. Михаил Панов лично встречается с президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимбой. Лидер нации на словах демонстрирует полное понимание и деятельное желание помочь. Хаджимба обещает в кратчайшие сроки разобраться и наказать виновных. Через несколько дней после встречи с президентом на Михаила начинают активно выходить окологосударственные посредники с предложением организовать встречу с бандитами, выступить посредниками в переговорах или даже с предложением выкупить или национализировать предприятие. Круговая порука от самого верха и безвольное, унизительное положение российских кураторов, принимающих такое отношение к русским предпринимателям, российским гражданам. Захваченное предприятие под контролем бандитов продолжает выпуск продукции, в том числе по государственному заказу. В черную, естественно, без выплаты налогов в хорошо согретую российскими дотациями абхазскую казну. Конфликт начался из-за того, что я русский. Они просто взяли и вывезли насильно весь российский персонал. Угрозы: не приезжай, там уезжай, мы там, это наше, мы тебя убьем, вот то-то, вот только вот это и слышишь. Я думаю, что мой случай со мной – это не криминал. Это уже системные здесь взгляды, идеология, которая начинает как-то преобладать в настроениях общества. Роль России здесь вижу достаточно бездарное такое присутствие здесь, бездарное ведение дел за счет, опять же, российского бюджета. Они деньгами здесь как-то откупаются, вот, и делают вид, что ничего не происходит. Мяукать-то могли бы уже российские власти. Ясно, что в лице Абхазии мы имеем большой геморрой. Внимательно прислушаться и сделать тоже для себя выводы. Потому что действительно, может быть, однажды раз все это дело закроется и бюджет перекроет. И грозите-то тут сами как хотите между собой.